Но, к сожалению, у меня нет такого пристрастия там, посидеть, смотреть, к сожалению. Что не хватает тогда бурятскому телевидению? Что бы вы смотрели, даже если бы у вас мало времени, но вы бы смотрели? Ой, я даже не знаю, просто, честно говоря, я даже не знаю, что там есть, чего там не хватает. Ну, наверное, было бы интересно, если бы показывали про известных личностей, да, вот, наших, допустим, вот в последнее время я очень начала увлекаться творчеством Ларисы Сахьяновой, балерины. Мне было бы интересно, если бы показали бы фильм про нее, как вообще, с чего она начинала, как она, то есть, почему она такой стала. Мне было бы интересно посмотреть на вот эту передачу. Просто почему я начала ей интересоваться, да, я раньше как бы далека от этой темы была, в принципе, просто у меня землячка, да, вот как раз она дорогу переходит, Лия Балданова, прима нашего оперного театра. Только что она правда, конечно. Это можно убрать. Это круто. Лия Балданова, у нее в апреле, в конце апреля концерт, да, 2 дня был концерт. Ее руководителем были Лариса Сахьянова и Петр Башеев, да. Как бы она вот в начале концерта она показала нам такой кратенький фильм. На самом деле это очень интересно. Я просто балетом тоже сильно не увлекалась после этого вот похода в театр. У меня вообще все перевернулось, весь этот мир. Я хочу еще там куда-нибудь. Хотелось бы сходить на мировые какие-нибудь, да, театры какие-то мировые посмотреть. Но меня это очень заинтересовало. И думаю, что многих бы тоже заинтересовало. И тоже очень родители, у которых дети маленькие, девочки красивые, может было бы отдать. Да. Я сама мечтаю об этом когда-нибудь отправить свою девочку в балерину. Да. Это очень красиво. Это тонкое искусство, которое нужно понимать. Это не каждый поймет. Это очень, на самом деле, сложно, когда там без слов, да, это танец, это еще простой танец, там не показывают, вот я дерусь, да, вот я влюбляюсь, вот я влюбляюсь, а там это все так тонко, это все надо вычитывать, это все понимать. Я вот сидела, мне было очень сложно, когда первый акт закончился, я сидела, я вот молчала, мы были с родителями, я спросила, мама, о чем это было вообще? Ну, сначала, потому что родственники там рядом сидели, они раз разошлись, и потом я у мамы потихоньку спрашиваю, о чем это было? И она мне так раз пересказывает, а как вы поняли, что вот именно об этом это было, я не поняла, ну, объясните мне, пожалуйста. Мне просто достаточно, конечно, это мне интересно, это вновь, это, не знаю, новшество, да? И как бы вот. А потом, когда она мне объяснила, что да как, я уже вот второй акт уже сижу, вот она, вот это, ага, вот это то-то, вот это так-то. Ну, все как бы сидишь, разбираешься, это интересно. Значит, у кого надо брать интервью срочно? У Лики Балдановой, это точно Лилия. И спросить мне побольше про ее учителей, наставников, мне кажется.